Число голов всех котят и цыплят во дворе 7. Число их ног 22. Сколько котят в этом дворе? Ну, мы знаем, что у котят 4 ног, а у цыплят 2, по 2 ноги, да? Значит, есть такой хороший прием. Вот, если взять котят, давайте для вас нарисую. Если взять котят и цыплят, ну, давайте цыпленка постараюсь нарисовать. Вот так. Вот смотрите, если я залью их краской, на ведро краской переверну на их голову, то у них закрасятся головы и передние ножки. Головы и передние ножки. А тут всего 2 ноги. То есть получается, если число всех голов удвоить, я узнаю количество передних ног. Ага. 7 голов удвоить, это будет 14 ног. Это 14 передних ног или лап. Если вычесть из всех ног, то я получаю 8. Остаются 8, а ноги остаются у кого? У котят. По 2 ноги, значит 8 разделить на 2, у меня 4 котят в этом дворе, да? Давайте этим же способом решим вот это задание. Число голов всех щенят и ребят во дворе 9. Если число голов удвоить, 9 у 2, будет 18. И вычесть из общего количества всех ног 12, это оставшиеся вот по 2 ноги всех щенят. 12 разделить на 2 будет 6 щенят во дворе, 9 вычитаем 6, 3 ребят, 4 котят, 3 ребят, 4 больше, чем 3, ответ задания А. Далее, если Айгерим за 3 дня читает 15 страниц, сразу 15 делим на 3, получаем 5 страниц в день, 5 страниц в день, то сколько она прочитает за 5 дней? 5 и 5, 25, конечно. И здесь, если Али за 4 дня читает 24 страницы книги, 24 делим на 4, 6 страниц в день, то сколько страниц он прочтет за 3 дня? 6 3, 18, 25 больше, ответ задания опять А. Далее, число 15%, которое равно 24. То есть есть некоторое число. Найти 15% это означает умножить на 15 сотых, и мы получили 24. Значит, чтобы найти какое число, мы должны 24 разделить на 15 сотых, либо 24 умножить на 115. Да? Здесь число 24%, которое равно 15. Здесь наоборот, 15 должны умножить на 124. То есть здесь 24 умножить на 100 разделить на 15, а здесь 15 умножить на 100 разделить на 24. Ну где больше? Конечно, левая сторона, да? Потому что 24 уже больше, чем 15. Если умножить на 100, естественно, это будет больше, а тут знаменатель меньше, а здесь больше. Хорошо, ответ задания будет А. Я даже не вычисляю. Далее, мне надо найти площадь этой фигуры. Есть такие данные. А вот это 7, Б это 13, H равен 8. Хорошо, если я уберу левую часть и перерисую ее сюда к правой в перевернутом виде, то у меня получится обычный прямоугольник. Да? Только у меня длина изменилась. Это не А и не Б. А сколько же это? Смотрите, видите, А равно 7. Значит, вот это место тоже равно 7. А весь B у фигуры равен 13. 13 учаем 7, остается по... сколько? 6 остается вот эта левая часть и правая часть. 6 разделить на 2, на двоих, здесь будет по 3. Получается вот это 7 и 3, того 10. А H у меня 8, тогда 10 у 8. Площадь такого прямоугольника 80. И здесь 6 это вот этот А, К это 4, 4 это место, тогда опять 10, только H 7,5. Здесь H было 8, а здесь 7,5. 10 на 7,5, 75. Число, опять-таки, 80 больше, да? Ответ А. Дальше. 18 задание. У нас x равен вот этому, надо подставить сюда и вычислить. Хорошо, что мы делаем? Деление меняем на умножение в перевернутом виде. Здесь будет 0,8, 1,3, здесь будет 3 первых. Потом с x запятых раз, и получаю целое число, сокращаю. 24, так, 8, 3 тоже 24 убираю сразу. 65 делить на 13, это 5 со знаком минус, значит минус 5. X равен минус 5. И минус с этим минусом, минус 5 это будет плюс 5, 5 плюс 5, 10.
минус 5, минус 10, но модуль снимаем будет плюс 10, здесь плюс 10, 20. А здесь минус, с этим минус 5 дает плюс 5, 5 минус 5, 0, минус 5 плюс 5, 0, и здесь, естественно, 0. Опять ответ А. Так, 5,6 сантиметров и 0,9 метров. Все надо перевести в миллиметры. Ну, 1 сантиметр это 10 миллиметров, поэтому здесь 56 миллиметров. 1 метр это 100 сантиметров. Каждый сантиметр по 10 миллиметрам. Тогда 100 сантиметров по 10 миллиметров это будет 1000 миллиметров. Это в одном метре. То есть метр, чтобы перевести к миллиметрам, надо 3 умножить на 1000, либо подвинуть запятую на 3 места. То есть 56 плюс 9, здесь 65 миллиметров. Так, здесь тоже на 3 места 57 миллиметров. Дециметр. 1 дециметр это 10 сантиметров. 1 сантиметр это 10 миллиметров. Значит, каждый дециметр это по 100 миллиметрам, да? Умножить на 100, либо сдвиг на 2 места. 57 плюс 8, опять 65 миллиметров. То есть здесь равны, ответ задания будет С. Чему равен x из уравнения вот такого? Значит, надо сложить и разделить на 5. Так, 9 плюс 6, 15, 8 плюс 7, 1 в уме, получается сколько? 16 и 5 делить на 5, это 3,3, да? Чему равен y из уравнения? Так, здесь сложить это будет 21,7, 21 на 7, 3, 7 на 7, 1, 3,1. Опять А больше. Наименьшее нечетное число больше 95. Числа, которые больше 95, натурально, это 96, 97, 98 и так далее. Наименьшее нечетное это вот такие 97, 99. Наименьшее, конечно, 97. Наибольшее четное число меньше 98. Числа меньше 98 это 97, 96, 95 и так далее. Наибольшее четное это вот такие. Наибольшее у нас 96. Здесь 97, здесь 96. Опять А больше, да? 35% какого числа равно 28? 28 умножаю на 135. Чтобы найти 35% какого числа будет 28. 45% какого числа равно, и здесь пропущено, чему равно мы не знаем, значит D, не с чем сравнивать, да? Наибольший общий делитель таких чисел 23 и 92. 92 делится на 23. Это 4. Если 4 умножить на 23, 4 жды 28, 4 3 12, 8 плюс 12, 92. Значит, здесь наибольший общий делитель 23. НОК, наименьшее общее кратное. Либо самое первое число, которое делится и на 6, и на 8. Это 24. Да, меньше числа нет, которое делилось бы и на 6, и на 8 на целое. Поэтому здесь 24 больше 23. Ответ Б. Легковая машина за 5 часов проезжает расстояние, которое грузовая проезжает за 6 часов. Найдите данное расстояние, если разность скоростей 21 км в час. Ага. У них расстояние равно. То, что проезжает легковая, равно тому, что проезжает грузовая. S это расстояние. А расстояние это скорость умножить на время. Значит, расстояние легковой это скорость легковой на время легковой. И расстояние грузовой это скорость грузовой умножить на время грузовой. Время у нас есть. У легковой это 5, у грузовой это 6. И разность скоростей машин 21 км в час. Ну, легковая быстрее едет. Поэтому у легковой на 21 км в час больше скорость. То есть, если я у грузовой беру за x, то у легковой будет x плюс 21. И вычисляю 5х, а здесь 6х. 6х вычитаю 5х будет x. Здесь 21 умножить на 5, 105 км в час. Х это скорость грузовой. Найдите данное расстояние. 105 умножить на 6, 630 км. А здесь просто 310. Ответ А. Так, здесь надо раскрыть скобки. Я полностью не буду раскрывать. Я сперва А вычислю отдельно. Вот смотрите, минус 2 на 3А это минус 6А. И 1,5 на 4А плюс 6А. А уничтожаются. А у меня нет здесь. И Б. Минус 2 на 4,5Б это минус 9Б. 1,5 на 6Б это плюс 9Б. Б исчезает. Минус 2 на минус 2,3 это 4,6. 1,5 на 1,6. Так, 15 на 16, да, 240 и 2 сдвига, 2 и 4, это будет 7, число 7 в левой колонке. Справа, если здесь сейчас перемены А и Б останется буковки, то
никак невозможно будет сравнить число с буквами, да, поэтому я начну с букв, опять-таки. Минус 3 на 4 это минус 12, а 2,5 на 4,8 это опять-таки минус 12, да, то есть а у меня не исчезает, поэтому что? Их невозможно сравнить. Здесь я останавливаюсь и говорю, недостаточно информации для решения этого задания.